Ошская область разработала пятилетнюю стратегию развития, которая стала частью национальной программы развития страны до 2030 года. В рамках этого документа запланировано 114 мероприятий. Основное внимание уделено развитию производства. Что касается экономики и промышленности, мы предусматриваем создание крупных 22-25 промышленных предприятий и около 500 малого средних предприятий. Это нам позволит повысить нашу долю ВВП промышленности, в объеме промышленности Кыргызстана. Цель стратегии – увеличить вклад региона во внутренний валовой продукт страны с 3,5% до 7%. Для этого составлена инвестиционная карта. Каждый район сам выбирает приоритетные направления и предлагает свои проекты для реализации. Ош областына көбінше Қытайдан көп инвесторлар келишет экен, өтө көп. К Ошской области проявляют интерес в основном китайские инвесторы, и главная цель – построить различные производства на нашей территории. Наша же задача – проверить законность их деятельности и убедиться, что они являются надежными партнерами. Одно из важных направлений стратегии – это энергетика. Сейчас регион вырабатывает только 6 мегаватт электроэнергии в год. К 2030 году планируется довести этот показатель до 200 мегаватт. Для этого будут строить малые ГЭС и устанавливать солнечные панели. Президент упростил законодательство по строительству малых ГЭС, и теперь к нам активно приходят инвесторы. Что касается солнечных панелей, все подготовительные документы по югу страны уже готовы. Мы не должны ограничиваться тем, что называем себя богатой на воду страной. Необходимо использовать альтернативные источники энергии. Сельское хозяйство также остается приоритетом. В Араванском районе начнется строительство водохранилища. Это позволит использовать больше земель для выращивания сельхозпродукции. Будет продолжено строительство дорог и канализационных систем. В числе крупных проектов альтернативная дорога Ош-Сарыташ-Эркечтам. Ежегодно нами запланировано строительство асфальтирования 300 километров наших автодорог. Нами поставлена такая амбициозная цель, это вот строительство или хотя бы начало строительства альтернативной дороги, вот Сарыташ, Эркечтам, Сарыташ, Ош, который будет проезжать через Каракулджу. Да. Также у нас запланировано начало строительства объездной дороги через город Ноокат. Ну и в ту же очередь это Ош-Карасу, все наши главные артерии транспортные мы все запланировали на асфальтирование. Развитие инфраструктуры поможет и туризму. В последние годы интерес к региону вырос. Планируется, что в каждом районе появится минимум один новый туристический объект. Всего 35 объектов за 5 лет. Чет элдик туристтерден акцент кылсак, чет элдик туристтерден Таджикистандан эң чоң поток келет. В Ошскую область туристы в основном приезжают из Таджикистана. Путешествуя по Центральной Азии, туристы стремятся увидеть сразу несколько стран. Ошская область находится в удачном месте, на пересечении 3 государств. Если правильно использовать это преимущество и показать туристам все достопримечательности региона, можно получить хороший доход. Кытайдан келген Өзбекстанга жүргөн да бизге кирет, Өзбекстандан кетип отуп Тажикстанга жүргөн, то же самое Тажикстан бизге тимейинче кетпейт. Программа включает и социальные задачи. Например, охват дошкольным образованием планируется увеличить с 30% до 60%. Сейчас в каждом районе ведется работа по реализации стратегии. Айтон Укмамытова, Уран Адишев, ЛТР, Ошская область.